Представители акционерного общества «Кавказ РФ» и российские инвесторы в рамках рабочего визита в Южную Осетию встретились с жителями села Дменис Цхинвальского района. В ходе встречи обсуждался вопрос размещения в их личных подсобных хозяйствах яблоневых садов. Данный проект предлагается Министерством экономического развития Республики Южная Осетия для включения в состав государственной программы социально-экономического развития Республики Южная Осетия «Сады под ключ». О данной программе речь шла на одном из пленарных заседаний недавно прошедшего в Республике экономического форума «Южная Осетия. Горизонты инвестиций». Сельчане, которые хотят заняться высадкой яблок, проявили заинтересованность. Когда мы приехали в прошлый раз, спасибо ребятам, которые организовали форум экономический, один из вопросов, Айдын Шеримович был на сессии, и одно из направлений, которое было предложено, это распространить ту программу, которая у нас в Ставропольском крае, в Карачаево-Черкесии есть, на личные подсобные хозяйства, которые есть в Южной Осетии. Вопрос, который возникает. Программа стоит определенного количества денег, которые, соответственно, будут предоставляться, скорее всего, ЛПХшникам в виде грантов, то есть это безвозвратные деньги. Но оно будет предоставляться не в виде денег, то есть денег до вас никто не доведет. А это не будет товарным кредитом, это будет просто некий подарок с точки зрения государства и вклад в личные подсобные хозяйства граждан Южной Осетии. Но это где-то 300-500 тысяч рублей дополнительного дохода в год, который он может обеспечить, исходя из текущих цен, которые есть. Поэтому, особенно пенсионерам, учитывая пенсии, если у них есть свободные 10 соток, почему лишние образно 300 тысяч не получить, соответственно, дополнительного дохода? Гости побывали и на консервном заводе и ознакомились с производимой продукцией. Делегация акционерного общества «Кавказ РФ» попробовали пастилу, которая производится на заводе. Абсолютно натуральный продукт, абсолютно. Без никакой консервации, без сахара, без консервантов, без ничего абсолютно. Абсолютно чистый продукт. Представители делегации побывали и на базальтовом заводе, где ознакомились с технологией производства непрерывного базальтового волокна и перечнем выпускаемой продукции. Алена Алтаева, Альдина Чехоева, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня.